Эфир Абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. В честь юбилея ГСО прошло торжественное собрание с участием президента Абхазии Аслана Бжания. Чего опасаются жители Агудзеры? 13 июня в поселке прошел несанкционированный митинг. Люди неоднозначно отреагировали на работы, которые ведутся на прибрежной территории Агудзеры. В Сухуми состоялась презентация документального фильма «Лара Лоб», участника международного российско-британского кинофестиваля «Сиффа». 15 июня исполнилось 30 лет со дня образования Государственной службы охраны. В честь юбилейной даты в Сухуми прошло торжественное собрание с участием президента Абхазии Аслана Бжания. Поздравить сотрудников ГСО также пришли спикер Народного собрания Лаша Ашуба, министр обороны Владимир Ануа, министр внутренних дел Вальтер Бутба, председатель СГБ Роберт Киут и генеральный прокурор Адгур Агарба, начальник второго отдела службы охраны на Кавказе ФСО России Роман Чучукин. Перед началом торжественного собрания сотрудники ГСО возложили цветы к мемориалу погибшим в Отечественной войне народа Абхазии. Все подробности в репортаже Лауры Капш. До начала торжественного собрания по случаю 30-летия Государственной службы охраны сотрудники ГСО возложили цветы в парке боевой славы, почти в память погибших защитников Отечества. Открывая мероприятие, в зал заседания торжественно внесли знамя ГСО. На заре возникновения государственности Абхазии, когда страна приступила к строительству суверенного демократического государства, появилась необходимость в обеспечении безопасности первых лиц и объектов стратегического значения. В этих целях была сформирована группа из сотрудников правоохранительных и специальных органов республики. Первым должностным лицом, ответственным за личную охрану Владислава Ардзенба, стал Виталий Бганба, а телохранителем председателя Верховного Совета был тогда еще майор КГБ Абхазской АССР Владимир Жулев. Поздравляя сотрудников ГСО, Виталий Бганба рассказал об истории создания службы. 4 марта 1991 года пригласили меня в кабинет тогдашнего председателя КГБ Абхазии, сообщили, что из Москвы есть указание выделить охрану члену Президиума Верховного Совета СССР Владиславу Ардзенба из числа сотрудников, знающих абхазский язык. В тот же день состоялась встреча с Владиславом Григорьевичем, который одобрил мою кандидатуру. Приказом КГБ Абхазии был назначен старшим офицером группы охраны. 27 июня 1992 года, согласно постановлению Президиума Верховного Совета Абхазской АССР, была образована служба безопасности, которая 15 июня 1993 года была переименована в службу охраны высших органов власти и управления Республики Абхазия. В службу государственной охраны ведомство было переименовано в 2002 году. Наше ведомство вместе с народом Абхазии прошло сложное испытание войны и послевоенного становления. Профессионально исполняло свои обязанности во время политических кризисов, террористических актов в отношении высших должностных лиц государства и ответственный и нелегкий труд. В этой связи хочется выразить слова благодарности сотрудникам Государственной службы охраны за профессиональное и безупречное исполнение возложенных на них обязанностей. Благодаря вниманию руководства страны, сегодня Государственная служба охраны Республики Абхазия – это хорошо укомплектованная структура. Сотрудников ГСО с 30-летием со дня основания службы поздравил президент Аслан Бжания. История развития ГСО неразрывно связана с историей развития нашего государства в целом. В вашей работе особенно важны такие принципы, как слаженность, постоянное повышение уровня профессионализма и знаний, ответственность, чувство локтя товарища. В задачи службы входит не только охрана руководства страны, но и зарубежных гостей нашей республики. Это непростая задача, но вы с ней достойно справляетесь. Выражаю благодарность руководству и личному составу службы
и уверен, что вы всегда будете добросовестно и качественно выполнять свой служебный долг, помнить об особых требованиях к вам. Хотел бы выразить признательность ветеранам Государственной службы охраны, они здесь, в этом зале, которые заложили добрые традиции и прочный фундамент для ее успешной работы. Это, дорогие друзья, официальная часть моего выступления. Теперь, уважаемый Дмитрий Сергеевич, уважаемые офицеры, уважаемые ветераны, уважаемые члены семей погибших ветеранов, ничего вокруг нас проще и легче не стало. Вы знаете, какое количество терактов было совершено на территории Абхазии уже в послевоенное время в отношении высших должностных лиц. И сегодня есть силы, которые намереваются и желают сделать нечто подобное. Поэтому каждый из вас, уважаемые офицеры, должен быть постоянно начеку. Вы должны, исходя из вашего служебного долга, наложить на себя определенные ограничения. То, что позволено гражданским лицам, не позволено вам. Я говорю не праздные слова, я говорю не для того, чтобы сгустить тучи, я говорю о реальных вещах и угрозах, с которыми мы сталкиваемся. То, что происходит на территории Украины, то, что истинных союзников Российской Федерации не так много, выводит нашу страну на первый план невидимого фронта. Сейчас мы переходим в фазу ледяной войны, которая граничит с ядерной войной. С учетом нашей географии, с учетом наших особых братских отношений с Российской Федерацией, на этом невидимом фронте мы являемся в авангарде, мы являемся впереди, не где-то в тылу. И работа будет продолжаться в отношении нас именно таким образом. Проникновение через агентуру в органы власти и управления, техническое проникновение, создание спящих агентов в нужное время, которые будут задействованы, раскачивание ситуации внутри страны в темную, используя порой объективные проблемы, а порой используя в темную людей, которые не знают, какие схемы их задействуют. Поэтому, Дмитрий Сергеевич, вы работали и в ГСО, и в Службе государственной безопасности, и в Министерстве внутренних дел. У вас очень хороший послужной список, из чего проистекает, что ответственность будет лежать особенная. Значит, надо будет усилить оперативную составляющую в вашей работе. Я потом, наверное, после праздников найду время, приду в ваш оперативный отдел, посмотрим материалы, чем вы там располагаете, как у вас там обстоят дела, и выясним истинную картину. Думаю, что там будет все неплохо. Потому что, дорогие коллеги, друзья, потому что грядут непростые времена, очень непростые времена. Вы, наверное, обратили внимание на то, что вот был доклад Министерства обороны, здесь присутствует министр обороны, какое количество воздушных нарушений разведывательными самолетами блока НАТО. Огромное количество, так или не так. Воздушных, территориальные, значит, наши границы нарушаются. Вроде бы, что тут такого, да, чего они не знают. Река Ингур течет там, где она текла, Гал находится там, где находится. Нет, ничего подобного. Фиксируются новые какие-то передвижения войск, возможные инженерные сооружения, которые мы создаем. Идет подготовка к серьезным испытаниям, к серьезным военным акциям. А вы составная часть вооруженных сил. Далее, значит, здания и сооружения, которые вы контролируете и обязаны контролировать, в техническом плане все должно быть оснащено должным образом. Вы должны знать все, что здесь происходит. Это не личные учреждения, не личные площади, это режимные территории. Здания, значит, здесь, министерство, учреждения, все это должно быть направлено на то, чтобы нейтрализовать террористическую угрозу и проникновение иностранной агентуры.
Далее, взаимодействие с Федеральной службой охраны Российской Федерации, с главным нашим союзником. Оно должно быть на самом высшем уровне. Уважаемые офицеры, особое отношение, коллеги, сотрудники ГСО, физическая боевая подготовка. Офицер должен быть в физическом плане подготовлен, в идеологическом плане должен быть подготовлен. Дух у него должен быть офицерский. Он должен уметь стоять за себя. Мы постоянно сталкиваемся с проявлениями агрессии в отношении органов власти. Постоянно, в том или ином виде. И не всегда агрессоры доморощенные получают адекватную реакцию. Это так, к сожалению. И эти задачи надо решать. Поэтому, дорогие друзья, я бы хотел, чтобы вы взяли пример с тех, кто был у истоков создания Государственной службы охраны. Тогда были очень тяжелые времена, и цифры, которые здесь были названы, количество героев, количество кавалеров ордена Леона, это те люди, ваши коллеги, которые на личном примере показали верность служебному долгу, верность присяге, верность отчизне. У вас такая возможность предоставится. Я уверен, хочу верить в то, что вы должным образом и правильно на это отреагируете. Еще раз искренне, в человеческом плане, желаю вам всем здоровья, чтобы боевые задачи, которые ставятся перед вами, выполнялись без потерь. И за то, чтобы чувство долга, которым вы руководствуетесь, вы пронесли до конца ваших дней. Спасибо вам большое, низкий вам поклон. Когда началась Отечественная война народа Абхазии, более половины сотрудников службы встали на защиту Родины. Некоторые из них испытали муки плена, многие были ранены. Государство высоко оценило их бесстрашие и отвагу. 8 человек – герои Абхазии, 13 ветеранов – кавалеры ордена Леона. Медалью за отвагу награждены 25 человек. Сотрудников, погибших на войне и при исполнении служебных обязанностей, почтили минутой молчания. Среди гостей мероприятия генеральный прокурор Адгура Агарба и председатель службы госбезопасности Роберт Киот. Государственная служба охраны создана в сложные военные годы, когда была велика угроза безопасности страны. За время своего существования она зарекомендовала себя как ведомство, способное профессионально и ответственно решать задачи по предупреждению и пресечению угроз безопасности нашей республики, защите объектов государственной охраны. Многое изменилось в структуре Государственной службы охраны за прошедшие 30 лет. Сегодня мы имеем хорошо укомплектованную структуру, где работают профессионалы и знатоки своего дела, истинные патриоты своей страны. Уверен, что сложившийся высокий уровень взаимодействия между нашими службами будет и впредь строиться на основе товарищества и взаимного доверия в целях эффективного решения задач по обеспечению безопасности и защиты национальных интересов Республики Абхазия. Поздравить своих коллег пришел и начальник отдела службы охраны на Кавказе Федеральной службы охраны России полковник Роман Чучукин. Он также зачитал поздравительный адрес от руководителя службы охраны на Кавказе генерал-лейтенанта Сергея Кравченко. За время сотрудничества службы охраны на Кавказе ФСУ России с вашей службой у нас сложились самые добрые и теплые отношения, основанные на взаимопонимании и взаимопомощи. Ваша многолетняя ответственная деятельность представляет достойный пример верности своему делу, патриотизма, беззаветной преданности интересам народа и Отечества. Задачей ГСО была и остается охрана первых лиц и стратегически важных объектов. И сегодняшние сотрудники обязуются добросовестно исполнять свои обязанности и обеспечивать безопасность подопечных и подконтрольных объектов. Большая ответственность, но солдаты срочной службы к своим обязанностям относятся очень добросовестно, выполняют все беспрекословно. Вот ты говоришь, что ты 11 лет уже работаешь. Была ли мысль поменять свою работу? Нет, мысли не было. Я сам выбрал свой путь. У меня желание было с 7-8 класса стать военным офицером. И вот по сей день сегодня одеваю эту форму. Я горжусь то, что я выбрал этот путь и сегодня где я нахожусь. Вознаменование 30-летия со дня образования ГСО за существенный вклад в укрепление правопорядка, тесное сотрудничество и плодотворное взаимодействие с органами прокуратуры начальник ГСО Дмитрий Дбар был награжден ведомственной медалью.
За безупречную службу отличившиеся сотрудники были награждены медалями. Ветеранам и семьям погибших в Отечественной войне и при исполнении служебных обязанностей вручили памятные награды. Лаура Капш, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. 16 июня президент Аслан Бжани обратится с посланием к Народному собранию Абхазии. Глава государства расскажет о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики. Оглашение послания состоится в 11:30 в зале заседания Кабинета министров. А ГТРК будет транслировать послание президента в прямом эфире. Аслан Бжани подписал указ, согласно которому срок призыва на военную службу продлевается до 15 июля. Как говорится в указе, это связано с переносом сроков завершения обучения в государственных образовательных учреждениях из-за распространения коронавирусной инфекции. Премьер-министр Александр Анкваб провел совещание по вопросу организации эффективной системы видеоконтроля дорожного движения, сообщает пресс-служба Кабинета министров. Обсуждалась возможность взаимодействия государственных структур и частных компаний, работающих на рынке коммуникационных услуг и предоставляющих услуги связи. Поручение правительству проработать этот проект было дано президентом Асланом Бжани. Участники встречи должны в сжатые сроки представить свои предложения для выработки окончательного решения. 13 июня в Агудзере прошел несанкционированный митинг жителей поселка. Люди неоднозначно отреагировали на работы, которые ведутся на прибрежной территории Агудзеры. В чем причина спора и чего опасаются местные жители, узнавала наша съемочная группа. Репортаж Сарии Кварацхелия. Причиной возмущения жителей поселка Агудзера, собравшихся 13 июня на несанкционированный митинг, стала вырубка деревьев на прибрежной территории, где они привыкли проводить свое свободное время и устраивать пикники. От дороги, которая проходит перед госпиталем, и до конца вот этой береговой зоны на данный момент 70-х годов относится, находится в ведении и в собственности Сухумского физико-технического института. И насколько нам известно, за это время она никому не продавалась, не отводилась, ни в аренду не сдавалась. И кроме того, не меняла никакого статуса. Мало того, по закону о земле мы знаем, что вот эти земли, парковая зона, которые находятся от береговой зоны, они имеют статус ценных земель. И их соответствующая продажа и вот эти все действия, они абсолютно незаконны. Глава администрации Гулрыбского района Аслан Барателя отметил, что участок, где проходят работы, не имеет отношения к парковой зоне. Барателя также сообщил, что этот объект, принадлежавший ранее СФТИ, как и ряд других объектов, были переданы на баланс администрации района в 2010 году. Вот один из этих объектов, оздоровительный комплекс «Южный», тоже вошел в этот перечень и был передан Гулрыбскому району. С 2010 года этот объект находится в аренде. Арендаторы менялись, несколько арендаторов, я сейчас боюсь точную цифру назвать, но 2-3 арендатора поменялось на этом объекте. Последними арендаторами были, потому что их несколько человек приходило, когда у них аренда закончилась, мы продлили их аренду, были репатрианты, абхазские репатрианты, продлили эту аренду, затем они произвели процедуру выкупа, объект подлежит выкупу, он находился в перечне, находился в перечне объектов, которые подлежат приватизации. Они прошли приватизацию. Приватизация сегодня объектов, которые принадлежат району, проходит через собрание, разрешение берется у собрания района. И после разрешения, которое получают от собрания района, производится выкуп объекта. Объект выкуплен. На днях объект был продан. Выкупленный объект частникам, который выкупил, продал этот объект, купил новый хозяин. Новый хозяин начал производить там очистные работы. А этот объект находится, он на первой полосе. Мы и не смогли бы им распоряжаться, если бы он не был бы довоенной собственностью и не был бы передан нам в 2010 году. Мы решили обратиться и в Сухумский физико-технический институт, чтобы разъяснить ситуацию. Как оказалось, в 2010 году не все объекты были переданы на баланс администрации Гулрыбского района, в том числе и данная парковая зона. Это территория на балансе СФТИ.
У нас есть на это соответствующие документы, есть акт землепользования, где ограничено вот отсюда, вот этого берега до той трассы, это вся парковая зона. Вот это все на балансе у нас. В СФТИ у нас учрежден был и есть до сих пор дочернее предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство». Я являюсь руководителем вот этого дочернего предприятия. На этом же предприятии на балансе существует вот этот парк. Это не парковая зона, я вам еще раз говорю. Это не парковая зона. Парковая зона – это отдельная история. Там есть парк. Парковую зону мы не можем ни распределять, ни перераспределять, никому не выдавать. Это объект был. И до войны он был объектом, не парковым объектом, а оздоровительный комплекс. Как любой из санаториев, который здесь находится. В том же 2010 году вышло постановление Кабмина о том, что парк остается на балансе Сухумского физико-технического института, но уход за ним возложен на администрацию Гулрыбского района, так как средств на обеспечение и уход за парковой зоной у СФТИ не было, сообщил Таня. Практики не существовало, чтобы кому-то в аренду можно отдавать. Другие здания мы отдавали в аренду, оттуда мы имели доходы, и этим мы содержали наше имущество. Потому как доходы переходят к ним, возложили на них, на администрацию. Документы существуют об этом. Постановление целое за подписью премьер-министра 2010 года. За эти 2 дня мы наблюдали, как в соцсетях и в новостях обсуждали данную тему. Однако ни у кого вопросов к СФТИ не возникло. А нам все эти дни было что сказать, отметил Владимир Таня. Вот вы только первые обратились к нам. Больше нам никто не обращался. Но мы ждем нашего руководителя, он в командировке. Мы просто не хотим в отсутствии его делать какие-то шаги. Мы его подождем, потом, почему на нашей территории происходят вот такие вещи, возмущения населения. Я тоже здесь живу, мы с 1973 года здесь живем и работаем. Все мои соседи, все и малые, и старые, все здесь собираются, возмущаются. И нам это, мы тоже, нашего возмущения тоже нет предела. Там, где планируется строительство, там ничего незаконного нет, строить можно. Да? На все документы, которые у нас имеются, никакого запрета для них нету. Все у них документально оформлено. Обратились мы и к инспектору по экологии Гулрыбского района Давиду Кварчи. По его словам, на сегодняшний день здесь очистили территорию от сухих и упавших деревьев. Здоровые насаждения повреждены не были. Если в дальнейшем будет производиться самовольная вырубка, то будут приниматься соответствующие решения. Самому, в принципе, хозяин также это будет невыгодно по одной простой причине. Пригоры, которые уже виднеются, деревья, которые стоят именно по вот этому участку, если даже начать их вырубку, то просто-напросто, естественно, почва потеряет силу, она начнется оползни. То есть присутствие деревьев самому человеку необходимо для того, чтобы не начались какие-то либо проблемы с эрозией почвы или же с ее оползнями. То, что данная территория давно приватизирована и владелец имеет полное право распоряжаться ею, в том числе перемещать дорогу и строить заборы, конечно же, вызывает недовольство у местных жителей. Они опасаются, что проезд на пляж станет невозможным. На мой взгляд, ребята расчистили большую территорию, и если у них есть возможность там что-то построить, то, может быть, это и хорошо, будут какие-то рабочие места для жителей этого же поселка. Единственная просьба, чтобы прикосновенности к этой территории не было, чтобы дорогу не перекрывали. Жители поселка Агудзера собираются обратиться к главе государства с просьбой разобраться в сложившейся ситуации. Сария Кварцхеля, Алексей Баструков, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. Министерство здравоохранения закупило для операционного блока республиканской больницы хирургические инструменты, сообщает пресс-служба ведомства. Больница получила 2 больших хирургических набора, 2 ранорасширителя, 1 ушиватель органов, 1 коагулятор, сообщил главврач больницы Эрик Хатхуа. По его словам, в таком масштабе инструментарий не обновлялся никогда, он менялся лишь частично. Следующим этапом медучреждение получит оставшуюся часть дорогого инструментария, который будет использоваться узкопрофильными специалистами. Сухумская городская избирательная комиссия зарегистрировала Чамагу Энвера Анзоровича депутатом городского собрания от избирательного округа номер 14. Выборы состоялись 12 июня. За место в собрании боролись индивидуальный предприниматель Джопу Аслан Русланович и главный инженер МУП троллейбусное управление Чамагу Энвер Анзорович. Повторные выборы в Сухумском городском округе номер 14 проводились в связи с избранием Нарсола Салакая депутатом парламента Абхазии.
Профессорско-преподавательский состав и студенты исторического факультета АГУ поздравляют старшего преподавателя кафедры истории, археологии и этнологии Абхазии Ванду Тареловну Пиле с юбилеем. Ванда Пиле уже более 20 лет работает в Абхазском государственном университете. За ее плечами плодотворная научная, общественная и педагогическая деятельность. Какая она, современная женщина Абхазии? В Сухуми состоялась презентация документального фильма «Лара Лоб» участника международного российско-британского кинофестиваля «СИФа». Авторы проекта – сценарист, режиссер Инесса Лакоя, оператор, режиссер Анастасия Хварцкия. Все подробности в репортаже Рады Чачава. Слезы, смех, искреннее удивление, сопереживание и неподдельная радость. Фильм Инессы Лакоя и Анастасии Хварцкия не оставил равнодушным никого. Социально значимый документальный фильм трогательно и искренне рассказывает о женщинах Абхазии, об их мечтах и страхах, неудачах и победах, об индивидуальности каждой и, конечно же, о том, что их объединяет. Тут показаны разные стороны, и слабые, и сильные, эмоционально очень такие мощные. Поэтому мы можем сказать, что наша женщина, женщина Абхазии, она, безусловно, сильная женщина, сильная личность, которая может состояться в разных направлениях. Но прежде всего это женщина-мать, это женщина, которая созидает и работает на благо своей семьи. Основной идеей авторов фильма является попытка открыть Абхазию широкому кругу зрителей в контексте ее человеческого потенциала, отобразить роль и статус женщины в современной жизни страны. Фильм повествует о жизненных перипетиях, успехах и горестях женщин, о влиянии на них скорби и смерти, об их героической стойкости в период Отечественной войны народа Абхазии. Работая над этим проектом, мы столкнулись с разными жизненными историями, проживали их вместе, сначала в студии, потом в процессе монтажа. Вот. Ну и думаем о том, чтобы увидели люди, что наши женщины, они разные. В съемках фильма приняли участие 63 женщины из Абхазии. Самой старшей из них – 99 лет, самой младшей – 24 года. Готовых вопросов героиням у авторов фильма не было. Им предлагали рассказать смешную или грустную историю, поделиться яркими воспоминаниями из жизни. Главной целью было показать современную женщину Абхазии, как она живет, о чем думает, что созидает и что чувствует. Когда умер мой дедушка, бабушка не плакала. Даже в день прощания она не проронила слезу. По нашим обычаям не принято прилюдно проявлять свои чувства, особенно скорбь по мужу. Но в тот момент я не понимала этого. И тогда я ее спросила: «Бабушка, почему ты не плакала? Неужели ты не любила дедушку?» Она в ответ лишь ухмыльнулась. Но я помню, однажды я застала ее в слезах, и тогда я поняла, что она тосковала по мужу, но она предпочитала боль утраты делить наедине с собой. Фильм «Лара Лоб» стал участником международного российско-британского кинофестиваля «СИФа» и вошел в программу основного конкурса. На фестиваль было подано около 600 заявок от российских и иностранных кинематографистов. Для участия в конкурсных программах отборочная комиссия выбрала 12 игровых полнометражных картин, среди которых и «Лара Лоб». Я и тогда, когда меня приглашали сниматься, и сейчас сидела и все недоумевала, что я делаю вообще в одном фильме с этими замечательными, интересными женщинами. У меня до сих пор такое, неужели кому-то интересно было слушать меня? Выбор мой пал на эту специальность, потому что это было для меня каким-то неким вызовом. Все удивлялись, такая сложная профессия, а ты девочка, ты уверена, что ты справишься? Наверное, меня это подстегивало, мне хотелось доказать всем, что я смогу. Документальный фильм снят в рамках работы Абхазо-Российского фонда поддержки и развития науки и культуры «Иналаст». Презентация фильма осуществлена при поддержке Министерства культуры Республики Абхазия. Картина будет доступна для показа широкой публике и показана во всех районах страны. Рада Чачава, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.
Государственный ансамбль танца «Кавказ» имени Кандида Тарба выступил в городах Десногорске и Рославле по приглашению концерна «Росэнергоатом». Как сообщает пресс-служба Минкульта, коллектив много лет сотрудничает с компанией. В Десногорске ансамбль уже в 5-й раз. Гастрольный тур по городам-спутникам АЭС России организован отраслевой программой «Территория культуры Росатома». Третьи сутки длится голодовка Джансуха Адлиба. Разбив палатку на площади Свободы, Адлиба хочет привлечь внимание к проблеме роста цен на топливо. Несмотря на то, что 13 июня у него состоялась встреча с министром экономики и представителями топливных компаний, которые рассказали о формировании цен на горючее, о причинах и предпосылках их роста, а также готовы предоставить все подтверждающие документы, Адлиба не прекращает акцию. Расширенный репортаж со встречи смотрите в нашей программе после выпуска новостей. А сейчас о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в четверг, 16 июня, на территории Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами возможен кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха ночью плюс 14-19, днем 21-26 тепла. Температура морской воды плюс 22. На этом наш выпуск завершен. Я с вами прощаюсь. Абхазское телевидение продолжает свою работу.